Котовщикова Олеся, Алданский район, школа номер 6. Какие инновационные технологии, программы обучения вы хотите еще внедрить в школы Якутии, кроме точки роста? Спасибо за вопрос. Очень такой серьезный, глубинный вопрос, Олеся. Я считаю, что мы вообще в школах Якутии должны применять самые передовые технологии, которые есть не только в стране, но и в мире. Мы за эти годы научились работать в дистанционном режиме, мы поняли плюсы и преимущества этого направления. Вместе с тем мы сейчас, конечно же, понимаем, что и живое общение с учителями, с одноклассниками, оно очень важно. И вот как раз на стыке и дистанционных, и таких очных обучения, на стыке как раз использования современных достижений и цифровых технологий, и педагогических лучших практик, я считаю, мы должны вот это самое лучшее находить и в школы внедрять. Уверен, что у нас все получится. Я отвечу на русском, потому что вопрос очень интересный. Антон спрашивает, как я планирую свой рабочий день. Рабочий день головы, он на самом деле планируется за месяц вперед. У меня четко расписанный каждый день обычно выходит за месяц. То есть я знаю, чем я буду заниматься вот на месяц вперед с точностью до часа. Вот. А когда уже работаю внутри недели, там уже точность до получаса, до 15 минут. То есть это очень, на самом деле, напряженный график, и не так все это просто выдержать. Но, с другой стороны, это моя обязанность. Я должен максимально эффективно работать, чтобы республика развивалась, чтобы люди в ней жили лучше. Поэтому чем лучше планируется работа, деятельность головы, тем лучше для республики. Ира, Алданский район, СОЖ номер 1. Многие выпускники этого года интересуются, будет ли у нас выпускной в 2022 году. Очень надеюсь, что будет. Обязательно, потому что, вот, к счастью, видите, нам все-таки благодаря нашим совместным усилиям, благодаря тому, что многие, большинство взрослых людей, уже свыше 75% республики, получили вакцину от коронавируса, мы все-таки соблюдали и ограничительные меры все. Нам удалось болезнь сбить, заболеваемость резко снизилась, и это позволило нам, в том числе и сегодняшнюю елку, провести вот в таком нормальном, пусть немножко усеченном виде, все-таки не так много, как, наверное, хотелось бы, так детей было, но в любом случае это уже лучше, чем в прошлом году, когда мы елку вот в таком режиме вообще не смогли провести. При этом я скажу, что буквально еще 3 недели назад были опасения, что мы не сможем елку провести, вот именно вот так. Но вот еще раз говорю, резкое снижение заболеваемости, высокая вакцинация среди большинства районов республики, в том числе здесь в городе Якутске, она позволила нам провести. Если мы будем и дальше вот коллективный иммунитет нарабатывать, если количество взрослых, получивших вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса будет еще больше, то я уверен, что мы выпускные баллы для наших школьников в этом году проведем уже в очном режиме, без никаких ограничений. Меня зовут Чуракова Даяна, я ученица 11 класса Чимахской СОЖ Татинского вуза. И вот мой вопрос. Если бы вы были выпускником этого года, то какие цели бы вы поставили сейчас? Вы знаете, я всегда считал и считаю, что вне зависимости от того, когда ты выпустился, да, когда ты выпускаешь из школы, ставить надо всегда самые такие амбициозные задачи по жизни. Добиться успеха, быть самодостаточным, обеспечивать себя, своих родных, близких. Это уже на самом деле такая хорошая задача для молодого человека, выходящего из стен школы. Ну а если человек талантлив, если он уже сегодня победитель там олимпиад и республиканских, российских, международных, если он победитель чемпионатов, если он призер, лауреат каких-то конкурсов по искусству, то, конечно же, он должен ставить и другие, уже более амбициозные задачи, которые, если не скрывать, человек должен мечтать покорить мир. Вот. Вы знаете, вот я в 88 году выпускался, также мечтал, да, и вам того же не надо бояться, надо мечтать и ставить перед собой глобальные задачи. Вот в 16-17 лет это нормально. Мен атым Алексеев Максим, Усалданылығын дүпсін аптауыз болатын 11 класс үйернәштевен. Асен Сергеевич, мен хаманық тем вопрос бар. Әхеге оғысыл жаңы әттәқ бәрескіне отон баранялан сирі өкетте.
Онна манна тухара бар, аны аяңыт көрін. Все, кто был? Онна кепсе. О, сгущенка. Мақтал, мен кәжіктік радақпына әбәм барақсан бұғар бұд бәрескейтен, әтті бәрескейтен баранялан, оны хағарда хереді. Кәжік, отыт кейі еген рас болады. Улатта қытына, ол асқыт, қырағы асқыт, оға асқыт, амта асқыт, мамаларғы, тәбәйлерге, аставыт астара, олық құруқ бұл хүрәқітер бар бұл. Олығын мен әхілгі ғылы не ғылынан білдер бітім? Нелергетін бары таптан, убастан, дұтықтан, бігеге еләқ болымыд жон әрге бары өскен жабыт. Олығын механа бар бұл. Әні шөй бұл порос бейтін, бұл елербіт тұстарына, нәбәйлербіт тұстарына, кәжекті бұл кенелер бар болуынты бігі бар бұд. Оны бұл дүсту етемін, оға асмынан апытырген мақтал. Максим спросил про то, как я любил кушать пирожки в детстве с мясом. Так, я, как многие страны, я любил их кушать с вареньем и с сахаром. Вот, и вот как раз мы вспомнили о вкусе детства и о том, конечно, как мы должны чтить и бабушек своих, и мам. Недаром вот следующий год я объявил годом матери. Меня Адам Лападин Семен, и когда я школу там в класс начал, мы пробовали на билинге деркалена, хаддакса на кадай, он билинге деркалена туна, достана кадай. Спасибо за вопрос, Семен. Я хочу сказать следующее, что безусловно, каждое поколение оно отличается так, от предыдущих. И мы всегда считаем свое поколение самым хорошим, да, но я уверен в том, что наши дети, вот, наши внуки, они должны быть лучше нас. Иначе, ну, как человечество будет развиваться, если оно будет идти вниз, да? Надо, чтобы каждое поколение становилось лучше и лучше. Я горжусь тем, что вот наше нынешнее поколение очень себя хорошо проявляет во всех отношениях. Не просто как хорошие ученики, хорошие спортсмены, там, творческие люди, а они себя на самом деле проявляют очень настоящими патриотами, настоящими гражданами. Много ребят я награждаю, вручаю им государственные награды Российской Федерации за спасение на пожарах, за спасение утопающих. Это тоже вот примеры гражданственности и примеры того, что нынешнее поколение, ну, ничуть не хуже, так? А я еще раз говорю, я верю, что оно лучше, чем предыдущие поколения.